Добрый день, дорогие телезрители! В эфире программа «Мы вам покажем». И что мы сегодня собрались вам показывать? Ага, не вот этот вот веселенький дом. А на самом деле, воспользовавшись тем, что наша коллега Дарья Анкехова готовит материал про школу Олимпийского резерва в городе Алдан, да? Ну, там, с горы покататься, там, пару ребер сломать, конечно. Мы решили показать вам, как функционирует бассейн. Бассейн «Энергетик», спортивно-оздоровительный комплекс «Энергетик», который был реконструирован в прошлом году. На самом деле, даже для тех людей, которые, у которых есть, собственно, домохозяйство там, и так далее, будет, наверное, интересным, как содержать порядки вот такой вот здоровенный чан с водой, какие механизмы для этого используются и так далее, и так далее. Мы любезно согласились, еще раз говорю, приглашением посетить бассейн, посмотреть, как он функционирует. Давайте пройдемте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Нас встречает эксплуатант здания, получается, представитель эксплуатанта здания Сергей Викторович. Будем обращаться просто Сергей. Рады в снежном Алдане оказаться и поинтересоваться вашим, скажем так, оздоровительным объектом, который, делает очень много для того, чтобы ребятишки не только же со всей Якутии, тут еще и из других регионов и прочее занимаются, да? В школе, да? В школе. Олимпийского резерва. Олимпийского резерва. У нас непосредственно в основном, да, местные дети. Местные дети занимаются. Когда было построено вот здание непосредственно Само здание бассейна? построено было в 92 году южными якутскими сетями. До, получается, 2011 года оно функционировало, потом закрылось на реконструкцию. Вот 10 лет мы ждали открытия и в итоге открыли его в 2021 году в октябре месяце. В октябре же, да? Да. Тут очень помпезно со всеми там атрибутами и так далее открыли вот этот вот замечательный на самом деле комплекс. Технические характеристики здания мы не будем приводить, сколько там потребляет килоджоулей там и так далее. Просто скажу, что длина чаши составляет 25, по-моему, 25 метров. 25 метров, это примерно 300 с лишним кубов. И вот представьте, дорогие телезрители, 305 310 даже, 320 кубов жидкости, которая должна содержаться в идеальной чистоте, в идеальном порядке, получается. Но тут же есть требования, которые неукоснительно должны соблюдаться. Есть нормы и правила, и это которые санпины, на которые мы ссылаемся, и непосредственно по которым мы работаем. А загрузка, получается, бассейна, она полная, да? То есть тут всегда можно найти детей, всегда можно найти занимающихся и так далее. Загрузка бассейна очень. У нас как бы даже в настоящее время не хватает тренерского состава именно. Не то чтобы не хватает, но работать приходится. А сколько людей работает? Всего в здании работает в штате 18 человек. И еще у нас получается 5 единиц. По аутсорсингу? Да, по аутсорсингу вне. Вне штатов. То есть, вот еще раз, мы посмотрели же здание, да, вот, чтобы содержать вот это здание, непосредственно чашу и так далее, требуется более 20 человек. Сергей, еще же, наверное, есть не только чаша, да, есть, наверное, и обычно же у нас комплексные. То есть есть силовые, наверное, какие-то тренажеры? У нас есть тренажерный зал, есть спортивный зал. Спортивный зал у нас в основном занимается детская спортивная школа именно города Алдана. И в основном он у нас используется как борцовский зал. То есть самбо, дзюдо, вольная борьба. Вот такие. Комбо по-алдански, понимаете, самбо плюс бассейн. Это вообще убойный такой, наверное, состав. Еще раз, но нас, еще раз, как знатных сантехников и прочих строителей, интересует еще раз инженерные решения, которые помогают поддерживать бассейн соответствующим требованиям Санпина, которые особенно важны с учетом того, что здесь занимаются дети. То есть определенные санитарные требования, они должны соблюдаться. И как они соблюдаются, нам вот этот Сергей сейчас прямо и покажет. Давайте мы проследуем за ним. Пойдемте. Сергей, любой бассейн является сложным техническим сооружением, и поверь мне находиться там на различного рода узлах водов и так далее, мне даже интересно, да, поэтому я всегда интересовался тем моментом, как функционирует бассейн, да. Я понимаю, что
особенно когда в рамках детского учреждения образовательного, бассейн же в ведомстве у школы Олимпийского резерва получается, да? Да. Каковы технические решения применяются для того, чтобы бассейн функционировал нормально? Я так просто давным-давно не был в бассейне, да? В бассейне должна быть чуть-чуть подогретая, раз. Да. Один. В нем содержится энное количество воды, которое регулярно проходит смену, получается. Как, объем чаши бассейна порядка Чаша у нас 315 кубов. 315 кубов, да? Да. 315 кубов. Для сравнения, дорогие друзья, средний объем септика, то есть это ближайшее сооружение, с которым можно у обычного обывателя сравнить. Средний объем септика 10 кубов для того, чтобы фекалка приезжала и 10 кубов разом вывозила. Ну, 300 кубов. Вот как подготавливается вода для того, чтобы без опаски за здоровье, за какие-то там дерматические моменты и так далее, дети могли плескаться? Ну, получается, у нас вся система находится вот как раз вот здесь. Но И, начинается с того, что вода попадает в накопительный бак. С накопительного бака она, когда набирается бак, попадает у нас в фильтр водоочистки. Здесь у нас 3 фракции. это грубая очистка, да? Это, да, фильтр грубой очистки. Ага. То есть здесь у нас 3 фракции находится кварцевого песка. То есть потом она у нас подходит на подогрев через теплообменники. То есть вот эта штука, она присоединена к системе отопления, получается? Да, к системе отопления только через теплообменники. Ага. Здесь свои стационарные теплообменники, которые привязаны именно к оборудованию бассейна. Ага. То есть у нас вот есть контроль, Щитовая, ага. да, то есть температуры, до которой она может нагреться. Ага. Но контроль воды мы ведем уже непосредственно в чаше. Мгм. Температуру, потому что она отличается, то есть здесь показывает 31, а в чаше она у нас сейчас 27,2. Ну, понятно, пока транспортируется. Да, Немножко. то есть Так, вот здесь говоришь кварцевый песочек. здесь кварцевый песок, да. То есть это Он получается. 3 слоями. То есть это как дренажный фильтр получается, да? Да, да, да. А, То есть да. он также промывается каждую неделю, и уже промытая вода попадает в бак разрыва струи, где вода, которая в бассейне и уходит в канализацию, она не соприкасается. Ага. То есть там порядка 1,5 куба она наполняется, выкидывается в канализацию, потом заполняется заново. И вот примерно в месяц мы где-то на канализацию через бассейн тратим до 15 кубов. То есть, смотрите, Грязной воды у нас. смотрите, отходов. Сергей, у нас моего такого ощущения обывателя в том, что вот чаша стоит на 300 кубов, и где-то внутри в помещениях технических стоит такая же чаша, где стоит запасной объем воды, такого нету. Нету. То есть все промывное, Все промывное, смещается все на ходу. обрабатывается, да. Ну давайте пойдем дальше. Вот у нас после подогрева воды вода попадает, вот это вот, она так и называется, ультрафиолетовая труба. Это дополнительная система очистки воды. То есть она точно так же чистится, моется, промывается. Вот для нее есть специальный фильтр. То есть все, система перекрывается, труба отдельно моется. Потом также включается. Дорогие друзья, это прежде всего очищает от кишечной, наверное, палочки, да? Ну, да. И от различного рода, скажем так, возбудителей патогенных, которым можно там, есть же стереотип такой, сходил в бассейн, словил там трепанему бледную. Да, от грибков, от Да, таких от вот всего моментов. прочего. Вот этот блок Дополнительно. обеспечивает ультрафиолетовую, то есть ультрафиолет это же у нас дезинфектор мощный, обеспечивает мощность. Так, здесь вот эти показания, это просто вольтаж, да? Да, да, да. Вольтаж. Хорошо. А что у вас, я, кстати, заметил, везде пластиковые трубы для этого. Ну да, то есть система, то есть, Мы-то привыкли к стальным решениям. ну да, сейчас уже как бы новые уже технологии пошли. То есть и вот это решение нам предложила новосибирская компания ООО «Водный мир». Ага. Это еще в 2012 году было предложено. Нормально Ну стоят? и да, все замечательно, ничего нигде не ржавеет, все свободно демонтируется, меняется. Но, опять же, вот эта система предназначена до 15 лет без ремонтов. Она должна стоять, именно трубы. Ясно, понял.
как коробка в машине, да? Вот эта штука, которую мы посмотрели, подогрев воды, да? Да. Она в зимнее время подогревает воду, то есть подключена к системе отопления. Системе отопления, да. Летом, я так понимаю, у нас отопление вырубают. Да, у нас получается межсезонье в Алдане, и с мая по сентябрь у нас нет отопления горячей воды. И подогрев. И поэтому, да, у нас, опять же, пришли к такому решению, что в летнее время, ну, то есть, когда нет отопления или его недостаточно, мы будем подогревать воду тенами, проточными тенами мощностью в 54 киловатта. Это общая мощность, каждый из них по 18. Это, опять же, решение вот этого водного мира, чтобы нам Слушай, можно было я просто обогреваться. представить не могу, что вот 300 кубов жидкости, воды, да, подогревается до комфортной температуры. Вот это вот Да, штука. но это поддерживать температуру. Это То есть поддерживаешь. это не нагреть холодную, Ну. а именно поддерживать. И поддерживающая. Да. То есть струя какая-то идет, создается определенный температурный режим, и она поддерживает. Да. Слушай, еще один стереотип есть, то, что вода в бассейне всегда хлорированная и хлорирована чрезмерно. Нет. Получается, Вот же у вас вот хлорация, у нас да? система, да, уже идет непосредственно не водоочистки, скажем так, а водоподготовки именно химическими составами. Ага. То есть это у нас хлор. Хлор у нас поддается в жидком виде. И содержание, то есть вот по санпину, как у нас есть для бассейнов, да, неважно, для взрослых, для детских, для спортивных, оно идет от 0,1 до 0,3. То есть вот у нас как раз стоит 0,24 сейчас в настоящее время. И также подается pH минус. pH минус у нас в районе 6,9 и 7,22. Это кислотный баланс, да? Да, получается? это кислотный баланс, а кислотный баланс это то, что когда люди плавают, то есть мы все равно потеем, что-то происходит, из-за этого повышается кислотность в воде. И как раз вот этот препарат, он сбивает кислотность в воде. Нормально. Слушай, есть еще такое ощущение при бассейне, когда держишь за ручки, выходишь и так далее, там склизко. Да, Это не хлор же, это что-то другое. это не хлор, опять же, да, это вот эти, ну, то, что все равно на нас все это присутствует, да, то есть мы кислотность убрали. Для этого, опять же, используется еще одно средство. Оно называется, опять же, альгицид, ну, если на нашем простом языке. Оно уже добавляется непосредственно в саму чашу воды и по концентрации. То есть в зависимости от концентрации самого препарата и количества воды. То есть в определенных объемах только это делается. Это делается для того, чтобы не были вот как раз скользкие трубы, стены, края бассейна, дно бассейна, чтобы не скользило. То есть это, ну, еще раз, прикинь, навернуться с хромированной трубы и получить бассейн. Милое дело, но этому препятствует достижение науки и техники. И вообще наука умеет много гитик, особенно в деле подготовки бассейна. Ну давайте проследуем, наверное, в чашу, да? Ну, у нас вообще еще посмотрим. есть. То есть, Еще блоки есть? да, тут еще у нас есть вот система подачи, опять же, коагулянта в воду, да? То есть вот она, это отдельная система. Слушай, То есть, задвижки какие, а? да, она служит для того, чтобы нам каждый месяц, там, 2, там, 3 не менять воду, да? То есть, когда в воде появляется так называемая подвесь, да, замутнение, она, вот эту систему, она включается вручную на определенное время для того, чтобы связать вот эти висящие частицы в воде. Муть. Да, то есть она их связывает, роняет на дно, и это уже, опять же, механическим способом вручную, Вычищает. пылесосом для бассейна, да, все это вычищается. То есть, ну и также каждый день бассейн, естественно, чистится вручную. Ну все, давай мы это прямо дело непосредственно возле бассейна посмотрим. Ну, чистку, наверное, если повезет, затронем, но все-таки посмотреть чашу емкостью 3. А вот это вот, Чистится смотрите, у нас да, ночью. вот это вот как раз стоит 10 кубов, это чаша Через подготовки. которую наполняется, да, он обклеен снутри пленкой, такой же, как бассейн, чтобы не было никакой ни ржавчины, ничего. Там есть вода, Там есть вода. это 10 кубов. 10 кубов, то есть это средний размер, грубо говоря, септика. Мы же не будем представлять аквариум, там не 10 кубов. Хотя в ресторанах и так далее это вполне возможно. А вот
Ну, вы поняли, да? Все, идем чашу. Ну, Сергей, кроме, скажем так, водоподготовки, поскольку вода это рабочий, скажем так, рабочая субстанция, да, нам же нужно еще позаботиться о том, чтобы свежий приток воздуха и так далее. Да, вот, Да. и мы, по-моему, в вентиляционной. Да, подошли к вентиляционной комнате. Ага. Здесь у нас находится как раз приточная вентиляция, да? Это только на здание вот именно бассейна на административную часть. Ага. То есть, а остальные 3 установки, они у нас идут уже приточно-вытяжные. Ага. И они уже как раз создают микроклимат Уже именно над чашей, в получается. бассейне, Ага. в самом бассейне, в спортзале, в тренажерном зале, в главном холле, ну то есть в остальных помещениях. Ага. Ну, в связи, скажем так, с трудностями лазения по чердакам мы не будем, но конструкция будет, в принципе, ничем не отличаться. Да, только это она вентиляторы, побольше. да, побольше. А на сколько киловатт там стоят? У нас получается установки где-то примерно до 10 киловатт. До 10 киловатт. Ну, довольно мощные, скажем так, ветряки, учитывая то, что, ну, в принципе, здание тоже здоровое. Так что вентиляцию мы затронули, и, ну, остается чаша пройти. Ну вот, собственно, сама чаша бассейна я, в принципе, рассчитывал увидеть побольше, скажем так, да, ну как в Чалбоне в республиканском там и так далее. Но тут довольно компактный бассейн, но тем не менее, еще раз говорю, для детского спортивного учреждения бассейн длиной получается сколько? 25 метров. 25 метров. 25 метров более чем достаточно. И, как мы видим, вода здесь отдает синеву, или это кафель такой синий? Нет, это у нас пленка голубая. А, это пленочка да. такая, ПВХ-пленочка, которая услана. Вот такой вот бассейн, да? Давайте про технические характеристики. Глубина, там, ну, длину мы сказали. Ну, глубина у нас идет от 1,95 м до 1,20 м. 1,20 м это лягушатник получается, да? Ну, она у нас как бы покатая чаша. Ага. То есть она идет с такими... Вода подается вот через эти форсунки в бассейн. А, то есть это вот эти вот белые штучки, это и есть система Да, подачи? это как раз система подачи воды. То есть она подается через форсунки и стекает в переливы и идет обратно уже, попадает вот в тот накопительный бак, через который наполняется сам бассейн. Ага. А, то есть сливной пробки, как в двигателе, нету тут, да? Ну, есть Две форсунки. Да, 2 форсунки донных. Ага. То есть они служат больше для того, чтобы для замены воды. То есть через них... То есть там массированная, скажем, подача воды. Да, это протекает. когда у нас уже идет слив там или замена, там, что-то А такое. я, кстати, вот еще раз говорю, еще один стереотип, какие-то высокие бортики, облицованные кафелями и так далее. Вот этого вот нет, а здесь пленка такая вот. Да, то есть, опять же, Не пришли к этому скользячая пленка. решению, да, чтобы и менее травмоопасная, то есть она не откалывается, люди не режутся в бассейне, как это было, допустим, раньше, то есть постоянно какие-то травмы, где-то что-то укололись. И бортики то же самое, то есть они противоскользящие, то есть не нужно делать дополнительные затраты на специализированную плитку, которая очень дорогая. И вот это вот переливчики, да? Да, и сюда у нас здесь переливной лоток, то есть внутри, можем его даже вскрыть, посмотреть, как он выглядит. Там стоят форсунки, на каждой стороне по 8 форсунок, через которые вода падает как раз вниз и попадает в накопительный бак. Ага. Так, а оборудование, с помощью которого чистится, вот, скажем так, подошли к тому моменту, и мы же все большие дворники, то есть кто-то снег на дачу убирает там, и так далее. А все вот эти, скажем так, ну не ил, а как вот, замутнения да, и так далее, как они очищаются. Вот я видел роботы, да, такие, которые маленькие бассейны чистят. Да, к сожалению, конечно, у нас пока робота-пылесоса нет. Ага. То есть чистим вручную, обычной шваброй. То есть вот она у нас, можем пройти посмотреть. Она также... Швабра, скажем так, метров 5 длиной, да? Да, это телескопическая швабра, она, как называется, она пылесос у нас. И этим прямо и лозят по дну? да, получается, у нас к ней цепляется шланг. Вот у нас сама швабра, да? То есть сама насадка. То есть вот сюда цепляется шланг. Вот это у нас щетка. И уже сам шланг
цепляется вот в специальную розетку в бассейне. Ага. То есть там определенным способом перекрываются задвижки, чтобы создать давление на вот этот шланг, чтобы он начал сосать воду. А, это, ну, все-таки тоже это Да. водовсасывающее Да, получается. да, да. И он с водой как раз собирает всю вот эту Слушай, а можно непосредственно- подержать? Можно. Тяжелое или нет? Ну, довольно-таки такая. Ой, Петя, размером с копье рыцаря, да, и, по-моему, весит, если не тяжелее. Здоровая такая штука, еще раз говорю, метров 5 длиной. Ну, специализированная такая штука. Ага, то есть вот тех роботов, скажем так, у состоятельных людей, как у состоятельных людей, здесь нету. Но пока хотели бы еще иметь? нету. Да, мы, конечно, хотим его заиметь, и скажу больше, он у нас будет. Ага, то есть Скоро, уже, да. уже в закупке это... Ну, уже еще пока не в закупке, но он у нас стоит в плане модернизации. В любом случае, мы его когда-нибудь приобретем. Ага. Потому что это как бы штука полезная. Ну, даже если иметь робот-пылесос, то вот без этой вот волшебной швабры мы все равно никак не обойдемся. Потому что в любом случае труднодоступные места чистятся только ей. Потолки такие низкие или это кассеты так подвешены? Это кассеты так подвешены, потому что, да, у нас вот не было никакого другого решения, только сделать вот такой потолок Гильярмо. Потому что иначе там у нас голое железо, голые балки. Ну, это просто сделали для эстетики, чтобы немножко... Ну, как бы потолок прозрачный, даже когда люди плавают, он их сильно не дает. То есть, когда мы стоим, да, кажется, что низковато. А когда плывешь, как бы, то, что вот он просматривается весь, и уже такого ощущения не дает. Эта программа мы вам покажем. И еще раз говорю, находясь в гостях в Алдане, мы воспользовались возможностью, со слов Сергея, рассказать детально о том, как функционирует бассейн «Энергетик», который был реконструирован в прошлом году. И в Алдане это единственный же бассейн, получается. Да, это единственный бассейн, Спортивный который- бассейн. Вы посмотрели систему подготовки воды, вы посмотрели там непосредственно саму чашу, как она устроена, систему прогона вентиляции и так далее, и так далее. Я надеюсь, что информация, даже если она, скажем так, вас касается отдельным и довольно-таки отдаленным способом, то она будет в любом случае и информативна и полезна. Еще раз говорю, я, к примеру, до текущего момента вообще абсолютно представления не имел, как обслуживается, как функционирует бассейн, какие механизмы там стоят и так далее. Хотя вроде бы к строительству имею отношение. Ну, такие вот дела, еще раз говорю, бассейн «Энергетик», город Алдан, бассейн в ведомстве у школы Олимпийского резерва, о котором материал готовит моя коллега Дарья Анкехова. Мы сегодня посмотрели, показали вам, как функционирует бассейн. Увидимся.